Максимальный репост. Обзор тем сайта «Спутник Кыргызстан». Эфир радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Меня зовут Нурбек Иманов, и сегодня поговорим об изменениях, которые вступают в силу в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана, касающиеся онлайн-трансляций судебных заседаний. Они вступают в силу с 1 июля 2025 года, и сегодня у нас в гостях заместитель министра юстиции Садыгалиев Искендер Муратович, начальник управления политики в сфере пробационной судебной деятельности Минюста Руслан Джейнбаевич Романов. Приветствую. И Комушбаев Айкут, начальник отдела разработки и внедрения программного обеспечения отделецот при Верховном суде. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. И, Искендер Муратович, первый вопрос, наверное, к вам. Расскажите, пожалуйста, почему появилась такая необходимость в целом транслировать судопроизводство в прямом эфире и сделать его доступным для широкой общественности? Спасибо за вопрос. Я начну с истории вопроса. Как вам известно, президентом был подписан закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, который вступает в силу 23 августа. Подобная практика, она способствует повышению прозрачности и открытости судебных процессов, а также позволит дисциплинировать всех участников судебного процесса. Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы вспомнить резонансное дело Бишимбаева. Да, когда мы все смотрели за участниками процесса. Каждый участник процесса судебного пытался чеканить каждое слово, выглядеть умнее, казаться красивее. Мне даже девочки вчера подсказывали, коллеги. Кто-то даже ходил на мейкап, делал визаж, чтобы в эфире казаться красивее. Это участники процесса того, Участники процесса, да. И мы считаем и уверены, что подобная практика, она просто позволит дисциплинировать участников вообще процесса, сделать его гораздо прозрачнее и повысить тем самым доверие к судебной системе в целом. Подобная практика, она вот вы упомянули дело Бишимбаева в Казахстане, очень резонансное, которое, если не ошибаюсь, в прошлом году мы практически всю весну и лето следили за ходом событий. И в итоге вот этот общественный резонанс повлек с собой, например, ужесточение в нормативной правовой базе по семейному насилию. Насколько у нас в стране возможны подобные изменения, например, если это вызовет резонанс в законодательстве? То есть, если вообще нацеленность и на такое при внедрении подобных изменений? Поскольку мы еще не начали, я затрудняюсь ответить, как это будет потом на практике. Но в целом бы хотелось сказать, что привлечение общественного внимания к подобного рода проблемам, как вы знаете, у нас был недавно случай трагический, да? И если будет возможность в будущем, как раз если 23 августа вступит закон в силу, если мы успеем оборудовать, я очень надеюсь, что наши коллеги с Верховного суда успеют все оборудовать, и если один из подобного рода судебных процессов станет открытым, гласным и будет транслироваться в эфире, я думаю, что мы откроем глаза обществу на подобного рода проблемы, потому что эта проблема сейчас стоит уже, наверное, особняком. И еще один очень важный момент. Это, наверное, ни для кого не секрет, и, к большому сожалению, наверное, одной из причин является непонимание среди, опять же, широкой общественности, у тех, кто не сталкивался с судопроизводством, которое порождает в итоге недоверие. И плюс-минус те, кто никогда не сталкивался, они живут слухами и домыслами, что наши суды, они такие-сякие, там все нечестно, это все. А практика онлайн-трансляции и доступность судебных дел, она сможет повысить доверие к судопроизводству? Как я ранее сказал, мы на это очень рассчитываем, потому что сама концепция проекта закона была именно направлена на повышение доверия к судебной системе. Еще хотел бы сказать о следующем. Одним проектом закона, то есть за принятым законом, также внедряется институт аудио-видеофиксации судебных процессов. Они и раньше были, но
эти судебные процессы могли по решению судьи либо фиксироваться, либо не фиксироваться. Тем самым мы логически продолжаем эту работу и, учитывая поступательную такую государственную политику в области трансформации государственного управления, в том числе судебной системы, мы вот в рамках вот этой законодательной инициативы вводим аудио-видеофиксацию на постоянной основе. То есть это будет уже это императивная норма, ну, за исключением там определенных судебных процессов там, с определенными там, грифами, когда это закрытое, там что-то такое. То есть раньше это можно было делать по ходатайству, сейчас это будет делаться на постоянной основе. Сейчас это будет обязательно. Да, То есть аудио-видеофиксация будет обязательно, а ее отсутствие, аудио-видеофиксация будет являться основанием для отмены или пересмотра судебного решения. Угу. Это, опять же, дисциплинирует участников процесса, делает суды прозрачными и повысит, мы очень надеемся, что это повысит доверие граждан, населения. То есть здесь важно понимать, да, что трансляция, потому что когда все вот так немножко в куче, то кажется, что и то, оно одно подразумевает другое. Но трансляция и аудио-видеофиксация – это разные вещи, да. И трансляция будет проводиться не всех судебных дел. Ну, за исключением судебных разбирательств, связанных там, ну, там будет тоже категории, я думаю, Руслан, ну, там половая неприкосновенность там, и другие вопросы. Я думаю, Руслан Джеймбаевич может здесь подробнее ответить. Да, Руслан Джеймбаевич, пожалуйста. Да. В данном проекте, который на сегодняшний день был подписан страны, и он вступает, как выше отметили, 23 августа, у нас буквально мало времени осталось. Здесь законодательно закреплены эти нормы. Есть априори такие моменты, как государственная тайна, да? Здесь уже, само собой, подразумевается закрытый процесс, соответственно, он и не будет эти моменты озвучивать, оглашаться. Есть дела, которые касаются, вот как коллеги отметили, относительно детей, сексуального насилия, да, такого характера, включающие моменты служебной тайны и защиты персональных данных. Такие моменты тоже бывают. В зависимости, это все еще зависит от ходатайства сторон. Если его, скажем, переносить на платформу онлайн-трансляции, вы имеете в виду, да? Ну, в режиме прямого эфира, например. И если говорить о ходатайстве сторон, если дело резонансное, вот опять же, если возвращаться к делу подобным, как дело Бишимбиева, может ли суд сам принимать решение о том, чтобы транслировать заседание или не транслировать? Потому что стороны могут, разные ситуации же бывают, стороны могут быть против, или одна из сторон может ходатайствовать о том, чтобы транслировать. Ну, в нормах права эти моменты тоже были предусмотрены и закреплены в установленном порядке в соответствующих статьях. Суд, который или судья, который проводит данное судебное разбирательство в данном судебном заседании, соответствующим образом принимает ходатайство участников судебного процесса, к коими относятся это государственный обвинитель в лице представителя надзорного органа, да, прокуратуры, защиты обвиняемого и потерпевшей стороны, это адвокаты, а также сами потерпевшие адвокаты. Они полностью имеют право ходатайствовать об этих вещах, но при этом судья самостоятельно может принять решение с учетом некоторых определенных обстоятельств. Это, скажем так, в целях защиты, опять же, участников судопроизводства, да, а также с учетом правосудия и гласности в целом. А какие требования в целом предъявляются для оборудования или для организации трансляции? Потому что, ну, я понимаю, что вопрос звучит как будто бы к Айкуту, но условно то, что называется техническое задание же дают государственные органы. Ну, требования в смысле, что это должна быть там высококачественная трансляция в определенном разрешении с передачей звука определенного качества. Ну, или там установка
тех же видеокамер, которые будут транслировать эти заседания под определенным углом, чтобы дать возможность защищать персональные данные, если это касается защиты личных данных или несовершеннолетних. Ну, и эти моменты, в принципе, технические нюансы, соответствующее подразделение при Верховном суде есть, вот, который Айкут представляет, да, наш коллега. Угу. Больше вопрос, скажем, к нашим коллегам, они уже в своей кухне в этом случае разбираются, но отчасти тот момент, где вы говорите о защите персональных данных, здесь мы можем сразу обозначить. Есть много технических фишек, да, которыми вы, как представители этой планеты, хорошо владеете данной техникой. Это замыливание, да, лица, изменение голоса, да, или же уход камеры в иную сторону. Ну, вот такие моменты есть. Вот о остальных моментах наш коллега еще более детально вам может рассказать. Угу. Айкут, прежде чем начать говорить, подобные моменты тоже будут регулироваться определенными нормами, да, эти самые требования законодательными, я имею в виду? Ну, мы полагаем, что эти нормы уже есть, потому что аудио-видеофиксация, она не появилась сегодня. Да, она уже была, поэтому, скорее всего, у Верховного суда есть какие-то нормативные документы, которые регулируют эти отношения. Да, конечно, потому что на сегодняшний день, как в прошлом году, мы вносили аналогичным образом в уголовно-процессуальное законодательство изменения, дополнения относительно проведения видеоконференц-связи судебных процессов. Это тоже в соответствующих статьях закреплено. Это тоже, как вот замминистра отметил, не на пустом месте. В этом плане наши коллеги с Верховного суда, вот подлицо туда, они давно работали, они эти вещи обеспечивают должным образом. Ну, соответственно, перед закупкой оборудования, вы сами прекрасно понимаете, необходимо писать какие-то требования, в первую очередь, да, то есть потребности, для того, чтобы все это было законно, выглядело достаточно правильно, да, доступно. Соответственно, отбирают, знают уже, какое качество оборудования нужно, алгоритм действий какой. Это пишется, весь этот бизнес-процесс, он закладывается в техническое задание, потом уже должным образом программное обеспечение, есть какие-то, скажем, коробочные решения, то его ставят. Ну, у них есть, например, компании, с которой они, насколько нам известно, давно они сотрудничают, и они техническое обеспечение в данный момент сопровождают. И вот выше еще было отмечено о том, что протоколирование судебных процессов, да, электронное, оно у них и существовало, но оно существовало для внутреннего пользования. Да. На сегодняшний день мы выводим его на более высокий уровень. Тоже судебное решение по вашему истребованию, как если вы участник этого процесса, вы имеете право истребовать и получить. То же самое вы можете получить теперь электронные аудио-видео файлы. Ага. Ну, это, вот это, кстати, очень хорошее подспорье для участников судебного процесса, потому что в зависимости от дела возникают разные ситуации и разные споры. Да, Айкут, расскажите, пожалуйста, теперь более конкретно о требованиях, которые ставятся перед вами для трансляции судебных заседаний. Ну, вот к требованиям, например, техническим и к требованиям по технической передаче трансляции по определенным каналам. Добрый день всем. Вот по требованиям, на данный момент у нас в судебных залах уже стоят оборудование, микрофоны и камеры, которые зафиксированы, то есть они не мобильные, то есть они не двигаются. Вот, мы будем придерживаться также этого, если в будущем, конечно, не будет принято решение полный пересмотр, да, например, оборудования в судебном зале. Но пока у нас есть установленное рабочее оборудование, которое записывает аудио, видео, запись судебного процесса. Вот. С 2018 года по 2023 год. То есть активно оснащались судебные залы этим оборудованием. То есть вот, требования будут тут также, чтобы оборудование соответствовало вот уже установленному аппаратному обеспечению. Вот, в целом вот так. То есть требования уже есть, и они давно функционируют. Угу. А что касается теперь передачи сигнала, ну, там, как это будет происходить? На какие-то определенные платформы, серверы или через серверы уходить, например, на телеканалы, где они могут брать эти видеоматериалы или подключаться к трансляции?
Вот насчет трансляции сейчас мы анализируем, готовимся к этому. У нас, получается, несколько вариантов решений. То есть, у нас сейчас, если аудио-видеофиксация проводится и хранится локально, то есть, в зале судебного заседания, мы их должны хранить централизованно. То есть, в этом случае мы через серверы можем передавать. То есть, предварительно, самое простое решение – это вот, трансляция на YouTube-канал Верховного суда, который уже имеется. То есть, и далее уже будут рассмотрены варианты, технические решения по передаче на теле- и радиовещание. Угу. Ну, теоретически они могут и из интернета сейчас брать сигнал, насколько я знаю. Ну, ретранслировать его через тот же видеохостинг. Да, все верно. Угу. А вот по качеству все-таки сейчас существуют различные решения, и уже, наверное, сложно говорить о том, что это будет совсем что-то вот такое непонятное и поддерживать качество этой трансляции. Но, тем не менее, есть ли какие-то определенные, минимальный порог, ниже которого нельзя будет транслировать или вести аудио-видеофиксацию? Пока перед нами каких-то конкретных требований еще не было поставлено, но мы исходим из текущего состояния наших интернет-каналов и оборудования сетевого. Угу. Есть в планах обновление всего оборудования, то есть сетевого именно. То есть, опять-таки, порог он будет вот таким, то есть, чтобы он был для зрителей и слушателей, чтобы это было понятно, то есть, различимо и видно, то есть, минимально. Угу. Как аудио, так и визуально, да? Да. Если аудио будет, например, прерываться и так далее, это уже недопустимо. Если видео также будет очень низкого качества, также недопустимо. Угу. А вот кто несет ответственность в целом за организацию? Например, ваша служба, она технически обеспечивает. Да, мы технические операторы всей судебной системы на данный момент. А вот передача, например, проверка интернет-сетей и передача сигнала, это тоже лежит на вашей службе? Частично, потому что у нас есть... мы при судебном департаменте, и отдельно есть IT-специалисты в каждом суде. То есть, потому что мы, как технический оператор, по всей стране не уследим, не успеем. При каждом суде закреплены IT-специалисты, и они также будут, мне кажется, нести ответственность. Это, мне кажется, важно, особенно когда дело касается именно вот таких вещей, связанных с юриспруденцией, потому что при сбоях и при всем остальном, то вопрос, кто конкретно будет нести ответственность, он очень важен. За прерывание трансляции, например, или за утерю данных. Кстати, скажите, пожалуйста, Искендер Муратович или Руслан Джеймбаевич, как юристы, как представители Минюста, при, например, утере данных или утечке каких-то данных, или при прерывании трансляции, или при недоступности трансляции при определенных обстоятельствах, какая ответственность предусмотрена за это? Забегая вперед, возвращаясь к тому вопросу, который вы нашим коллегам задавали, относительно технической обеспеченности, тут уже соприкасаются эти моменты ответственности. Да. В законодательном и так было закреплены определенные нормы за представителями судейского корпуса. Я имею в виду, в частности, тех лиц, которые еще работают в этой системе. То есть, те же помощники, секретари, мы в ту же норму сделали так, чтобы секретарь перед каждым судебным процессом проверял работоспособность всей этой техники, системы, потому что тот специалист, который прикреплен в каждом судебном органе, IT-специалист, он физически не успеет, Соответственно, мы здесь и подняли ответственность этих лиц, потому что у них есть свои определенные обязанности. В рамках этого в соответствующую норму включено. Он проверяет, соответствующим образом об этом докладывает судье, который намеревается проводить и провести это судебное заседание, имею в виду, в полном объеме. И там уже суд принимает соответствующее решение. Что касается вопроса относительно безопасности, этот момент учитываете, утечки информации, персональных данных, Но тут соответствующим образом судья
принимает решения, или же те же иные лица, которые в той или иной степени по своему служебному долгу приобщены к ведению в том или ином этапе. Тут есть другие нормы в законодательстве. Это уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность, вплоть до отстранения судьи, который будет рассматривать соответствующим образом в соответствующем органе, да, судебном, насчет этих моментов. Он в любом случае будет учитывать все эти вещи. Эти моменты в иных, скажем, нормах того же уголовного законодательства закреплены. А если произошла утечка или при отсутствии, например, записи судебного заседания, может ли это быть поводом для пересмотра судебного дела, решения? Он может... Также мы закрепили эту же норму. Он в случае... Изначально, если, скажем так, мы выявили, да, что технически невозможно закрепить аудио-видеофиксацию судебного процесса, электронное протоколирование. Эта норма закреплена таким образом, что, как уже выше отметил, секретарь проверяет, и суд по своему решению или судья может его отложить. Точно так же, например, в действующих нормах. Если неявка свидетеля, он дает поручение судебным приставам, да, обеспечить явку. Или же недостающие какие-то материалы, которые должны были бы нести. То же самое суд может отложить этот судебный процесс. Но в ходе, может быть, процесса по каким-то техническим причинам произошел сбой. Да? До этого процесс велся, или дальше уже как-то. Нужно до логического конца доводить это, завершать данный процесс. Судья точно так же, у него есть альтернатива. Может прервать и отложить соответствующим образом, да, или объявить перерыв, да, привлечь специалистов, выяснить причину и потом возобновить. Или же отложить этот процесс. Или же, если какие-то безотлагательные нормы требуются, то уже составляет соответствующий акт или протокол, после чего могут и параллельно в бумажном виде вести. Да? Но при этом, скажем, есть иные технические средства, которые можно будет аналогичным образом вести, запись потом уже его тоже, в принципе, приобщить или возобновить. Но уже практика там дальше покажет, но эти нормы закреплены. Это в процессе заседания. А если постфактум, после заседания, суд вынес решение... Все, тут априори он уже заложили таким образом, что он уже все нелегитимен, да? Если по каким-то причинам, например, аудиозапись или видеофиксация процесса была повреждена или утеряна, или по каким-то причинам не записалась, то судебное решение уже будет признано нелегитимным. Он может быть отменен или пересмотрен, этот судебный процесс. Именно конкретно это в данном случае решение, да, в этом судебном процессе. То есть это... условно, скажем так, в автоматическом режиме. Не так, что вроде все прошло, все зафиксировали, решение принято, и через определенное время вдруг обнаруживается, что одна из сторон хотела бы подать апелляцию, и выясняется, что этих данных нету. Аудио, видео, файлов, этого всего нету, тогда уже не нужно будет какие-то дополнительные усилия прилагать, чтобы апелляцию приняли и вызывать к пересмотру решения. Процессуальные нормы есть, которые, вы сами понимаете, при рассмотрении судебного дела, когда решаются судьбы, скажем, или какие-то моменты, обязательно бумажная фиксация, подача, я имею в виду ходатайств, то есть это все закреплено же. В рамках этого и происходит отмена или же пересмотр этого дела. А при внедрении аудио и видео протоколирования, электронного протоколирования судебных заседаний, протоколирование на бумажных носителях, оно уйдет на нет, да? Или в будущем, его уже нет? Нет, сейчас он ведется. Да. Потом в будущем, возможно, мы к этому и придем, а может быть, это параллельное дублирование будет. Мы это сейчас предугадывать не можем, потому что, на примере просто приведем. На сегодняшний день наши коллеги с надзорного органа и с органов внутренних дел на платформе Единого реестра преступлений РП на территории Октябрьского района ведут в пилотном режиме электронное уголовное дело. То есть они его пилотируют, да. То же самое мы на нашей площадке Министерства юстиции и совместно
с ГУ УКУК при Генеральной прокуратуре. Аналогичным образом, в конечном итоге, ведем параллельно работу по электронному делу клиента пробации. Мы хотим в будущем исключить, потому что есть соответствующее решение же руководства страны о том, чтобы в последующем мы переходили на цифровой формат. А оттуда уже можно выкачивать бумажные варианты. Это понятное дело. Да, конечно. Технически отвечу. В будущем мы, безусловно, уже должны отказываться от бумаги. Но до этого момента мы это называем гибридным делопроизводством, когда есть как электронные, так и бумажные носители. То есть этот период может длиться от 5 до 10 лет, возможно, да, но в будущем мы полностью уже отойдем от бумаги. Это, учитывая, там, как вы отметили, направление госполитики, да, в отношении документооборота, то звучит вполне логично. Но я немножко неправильно, наверное, выразился. Я имел в виду, что протоколируется же письменно. То есть сидит там секретарь-референт, который ведет протокол заседания. Всего остального. Этот момент тоже сохранится. То есть, да, пусть даже на электронном носителе, на компьютере то же самое. Я не знаю. Это вопрос более технический. Да. У нас сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы, например, русский язык, он может его автоматически протоколировать. С государственным языком сейчас наши коллеги с IT-блока, они над этим работают, чтобы, когда участники судебного процесса выступают на государственном языке, чтобы это было автоматически, чтобы машина научилась распознавать голос, да, диалекты там, и так далее, и так далее. И потом по письменности. Это же многие могут понять, как. Письменно это вот вы берете ручку или карандаш и пишете в бумаге. Да, я это прошу уже нет прощения. Уже на сегодняшний день. Вы же на компьютере набираете, вы уже технически уже вносите, а потом же распечатываете. Вот в чем дело. Да, я вот поэтому и прошу прощения, я немножко неправильно выразился. Я имел в виду, что текстовое вот это протоколирование. Да, перевод в текст, то есть это называется транскрибированием. И этим сейчас, по-моему, наши коллеги из АКЛАИ, да, из Комитета по госязыку работают над этим, чтобы они кыргызский язык, включая все диалекты, могли транскрибировать в текст. То, что аудиозапись есть, например, его транскрибировать. В этом же направлении, например, коллеги, да, зарубежные, из Узбекистана в этом направлении работают. В Казахстане, например, они не протоколируют. То есть они считают то, что если аудио-видео фиксация есть, этого достаточно. И в текст, например, это не переводят. Только если по запросу, да, наверное? Наверное, деталей не знаем. Ничего себе. Я думал, что все равно некий элемент консерватизма же есть в госуправлении, учитывая там бюрократические моменты и все остальное, что настолько быстро от каких-то вещей мы не сможем отказаться. Я имею в виду не только мы в Кыргызстане, а глобально, да. Краткий протокол судебного заседания, безусловно, будет. В электронном текстовом виде. То, что заседание началось, заседание закончилось. Такого рода протокол он будет. То есть все будет гибридно, но так или иначе мы придем только к фиксации уже умными устройствами где-то плюс-минус в ближайшем будущем. Учитывая развитие технологий, с каким оно сейчас идет, то как будто бы будущее прям совсем рядом уже. Да, можно в пятницу лечь с бумагой, в понедельник проснуться уже с гаджетом. Сейчас если у нас будет готова именно наша собственная, получается, программное обеспечение, искусственный интеллект, то, что мы называем, машинное обучение, то мы можем в считанные секунды переводить аудио, да, запись судебного процесса в протокол, в текстовый вид. Да, практически в режиме реального времени, да? Такой вопрос. Опять же, к сожалению, у нас существует неоднородность развития наших населенных пунктов в Кыргызстане. То есть, если там условно в Бишкеке, Аше такие вещи очень быстро внедряются и технически проще, то у нас есть там отдаленные, высокогорные населенные пункты и населенные пункты, которые находятся в отдалении от там областного центра или ближайшего города, но
может быть, к сожалению, не владею этой информацией, не везде, но все равно есть судебные органы, которые рассматривают дела на местах. Как в таких местах? Насколько сейчас технически есть возможность внедрения? И вот то, о чем вы говорили, что практически все судебные залы уже оснащены аудио-видеоаппаратурой. А что касается вот таких мест, отдаленных населенных пунктов? Ну, учитывая, что на законодательном уровне такая норма вводится, она же будет обязательной к исполнению вне зависимости от местоположения. Да, на данный момент оборудование все стоит и в регионах, да, на периферии, и оно функционирует. То есть, например, есть статистика наша, да, вот, в первой инстанции из 164 судебных залов оборудование 133. Ага. То есть, это аудио-видеофиксация там стоит. И, то есть, интернетом обеспечены все суды. Далее у нас также стоял острый вопрос, что делать судам во время отключения электроэнергии. Да. В этом случае мы сейчас начали работу по приобретению дизель-генератора установок, чтобы в случае сбоя с электричеством суды работали бесперебойно. Вот, интернет сейчас вот по всей республике уже функционирует нормально и на достаточно хорошем уровне. То есть, если раньше по скоростям у нас было то, что в регионах очень сильно проседало, сейчас уже вот улучшается, эта ситуация улучшается. По-моему, плюс-минус везде уже выровнялось. Я видел статистику несколько лет назад, что Кыргызстан входит в число одной из самых с самым высоким покрытием интернета не только в регионе, но и чуть ли не по всему миру. Опять же, не ручаюсь за точность, но вот что-то вот такое было, учитывая там, может быть, и сложность нашего ландшафта, но компактность при этом. Если говорить про хранение этих всех данных, то есть, про безопасность и защиту мы поговорили, если регламентировано ли, сколько времени эти данные должны храниться, и какой регламент хранения этих данных? Мы предполагаем столько же, сколько и бумажная версия. То есть, дело сейчас, например, по каждой категории дел есть время, срок хранения. Вот так же. Угу. И аудио, и видеофиксация, мне кажется, должна храниться так же. Угу. То есть, носители уже, мы отходим от старых носителей, это исключительно в электронном виде, я имею в виду в цифровом виде, не аналоговом каком-то. Вообще есть на практике в мире аудио-видеофиксация, она хранится, то есть вот терминология такая, холодное хранение и горячее хранение. То есть холодное хранение это уже когда мы именно на пленку записываем. Вот, как вот в старину фильмы записывались на пленку, вот также на пленку записываются и хранится вместе с делом. То есть, а горячее хранение это вот на цифровом носителе, на жестких дисках, например. Угу. Вот. Просто я видел в некоторых бюджетных организациях, они архивируют свои данные на компакт-дисках, и вот поэтому я уточняю. Компакт-диски тоже вот по сроку хранения, то есть у них недолгие. То есть, насколько я слышал, например, дела должны храниться некоторые 75 лет. То есть компакт-диски 75 лет не будут хранить данные. И учитывая, что уже сегодня устройств считывающих компакт-дисков очень сложно найти, наверное, не самый лучший вариант хранения. А пленки, их же удобство заключается в том, что оборудование для его воспроизведения, оно достаточно просто устроено, особенно по нынешним меркам. Насчет этого оборудования детали не знаем, но работы ведутся по анализу. То есть, именно какой метод хранения будет самый оптимальный. Что касается контроля за внедрением и мониторинга за внедрением этих новых норм и практик, какое тебе дает Минюст время для того, чтобы понимать, насколько это внедрение было эффективным, что следует поменять и в какую сторону, может быть, поменять? Какой срок... И это будет пилотирование, я так понимаю, если вот с 26 августа будет внедряться, все равно есть же период адаптации, период мониторинга и понимания, насколько, где нужно усилить, где нужно, наоборот, отпустить, и работает все нормально. Сразу хотелось бы сказать, что Министерство юстиции является государственным органом,
вырабатывающим государственную политику в области нормативно-правового регулирования. То есть, обладая таким сквозным, можно сказать, мандатом, мы принялись за работу и разработали вот этот проект решения, закона, а уже техническая имплементация, реализация его, это уже ляжет на плечи Верховного суда и его подведомственных структур технических, судебного департамента и так далее. А со своей стороны, Минюст, конечно, он будет оказывать методическое какое-то содействие, нормативно мы будем сопровождать, будем помогать. Мы в стороне не остаемся после принятия закона. Вот. Ну, надеемся, что с момента вступления в силу мы уже приступим к полноценной работе в этой области, будем транслировать. Скоро, возможно, будем смотреть какие-то судебные процессы, заседания и видеть это все. И сопереживать там нашим участникам судебного процесса. Вот как-то примерно сейчас картина такая. Извините. А когда мы поймем, ну вот и Минюст, и, наверное, все общество, насколько были эффективны эти методы? Ну, то есть, когда вводишь что-то новое или меняешь законодательство, требуется определенное время, чтобы понять, насколько, например, мы достигли целей тех же самых, там, повышения доверия к судебной системе, повышения доверия там, к исполнительной системе. И вот, как вы вначале сказали, что это все дисциплинирует участников процесса, и будем надеяться, что будет обходиться без каких-то эксцессов в зале суда, и они тоже нередкое явление, да, не только в наших судах, но и по всему миру. Все-таки эмоциональная составляющая, она всегда присутствует. Ну, в период, когда мы проходили парламентские слушания этого проекта, мы встречались с судьями, ездили по регионам, общались и просили поделиться мнением о данной законодательной инициативе. И многие судьи очень с воодушевлением вообще восприняли, что теперь это все будет, теперь можно транслировать. Это, во-первых, защищает и судью, и участников процесса. Некоторые, конечно, судьи еще наверное, не привыкли к тому, чтобы там на них смотрели, там, еще тем более в прямом эфире. А что касается, во что это выльется в будущем, я думаю, что, время должно покажет время, и пока рано что-то говорить, делать какие-то выводы, загадывать, неблагодарное дело. Но мы очень надеемся, что этот закон станет, я еще раз повторюсь, станет таким хорошим подспорьем для того, чтобы наши суды были еще открытее, прозрачнее, и чтобы наше население больше доверяло государственным институтам, в том числе и судебной системе. Угу. То есть высока вероятность того, что под трансляции в будущем могут стать обязательной нормой для проведения судебных заседаний. Одно из основных требований законодательства он будет. А вот аудио-видеофиксация это будет в обязательном порядке. Да. Ну и там, учитывая определенные обстоятельства, то такая же ситуация, наверное, и будет. Потому что, когда внедряли обязательную аудио-видеофиксацию, тогда же тоже было много вопросов, как это будет происходить, кто это будет делать. Вот примерно те же самые вопросы, которые возникают у нас сегодня, но со временем это стало достаточно привычной нормой. И, наверное, вот уже трансляция, можно сказать, следующий этап, тоже мы к этому привыкнем, и со стороны тех, кто организовывает эти трансляции, и со стороны судебных органов, и участников судебного заседания или процесса, и со стороны условных зрителей, общественности. Мы придем уже к пониманию того, что происходит, и это станет привычным делом и позволит
защищать, как вы отметили, как и самих судей и других участников процесса, так и, может быть, станет там катализатором каких-то реформ, которые до этого были не очень заметны, при каких-то подсвечивании каких-то недостатков, которые не очевидны при нынешней системе. Да, он может даже подтолкнуть к принятию тех или иных новых решений, да, приведет, возможно, к новым идеям. Ну и самое главное, население тоже, правосознание населения поднимем. Те же программы же у телевизионщиков есть, где они специально строят имитируют туда все это. Для чего дается? Чтобы люди обучались. Мы тем самым на шаг подтолкнем тех же юристов, наших коллег-адвокатов, более тщательно готовиться. И, возможно, даже некоторые вещи мы уже... По некоторым вопросам мы уже к адвокатам не будем обращаться, потому что я уже, зная вот такой процесс, по такой-то статье проходил, да, и эти моменты я уже сам буду знать, и не буду обращаться по этому вопросу за юридической, скажем так, помощью, да, а тот же юрист, который оказывает помощь в этом направлении, он уже перейдет на более такие глобальные проблемы, скажем так. Или это будет своего рода такой рекламой для тех же адвокатов, когда мы будем смотреть его в прямом эфире, как он выступает, как он парирует, как он апеллирует. Это просто будет прекрасная такая реклама сильным, опытным адвокатом. Ну вот, кстати, первое, казалось бы, очевидное, но не бросающаяся в глаза вещь, то, что вы сейчас сказали, если рассматривать это все дело с положительной точки зрения. И подобного рода вещи мы, наверное, еще и нам предстоит для себя открыть. Спасибо вам большое за уделенное время, за подробный и содержательный разговор. Я напоминаю нашим слушателям, что мы говорили об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана, касающийся онлайн-трансляции судебных заседаний, с заместителем министра юстиции Садыгалиевым Искендером Муратовичем, начальником управления политики в сфере пробационной судебной деятельности Минюста Русланом Джейнбаевичем Романовым и Конушбаевым Майкутом, начальником отдела разработки и внедрения программного обеспечения отдела СОД при Верховном суде. Спасибо вам большое. Спасибо. Максимальный репост.